Друзья, приветствуем вас на YouTube-канале Gagauzy Media. Это проект «Единомышленники», и здесь, как вы знаете, мы ведем дискуссии по самым разным вопросам, которые обсуждаются в нашем обществе. О политике многие говорят так. Грязное это дело. Я политикой не интересуюсь. Политики агрессивны, льют грязь друг на друга, и поэтому я их не слушаю. Также можно услышать следующее. В нашей стране стало много политиков-лгунов, лицемеров и предателей. И согласитесь, друзья, спорить с этими утверждениями, к сожалению, порой сложно. Сегодня мы пригласили в студию человека, который в молдавской политике уже очень давно, с момента провозглашения независимости Республики Молдова. Вот и поговорим о политике, с политиком и о политической ситуации в стране. Друзья, ну и прежняя или всегдашняя наша просьба к вам: подпишитесь на наш канал, если вы этого еще не сделали, поделитесь с друзьями, если дискуссии эти вам интересны. Ну и, конечно, чем больше у нас подписчиков, чем больше у нас зрителей, тем больше единомышленников в стране, потому что мы обсуждаем те вопросы, которые важны для граждан Республики Молдова. Через несколько секунд мы начнем, ну а если интрига есть, кто же наш гость, то тогда присоединяйтесь. Мы все хотим достойных условий жизни. Мы все хотим качественной медицины. Мы все хотим хорошие дороги и коммуникации. Мы все хотим высокие зарплаты и пенсии. Мы все хотим, чтобы работали законы. Мы все хотим лучшего для Молдовы, и это нас объединяет. Значит, мы единомышленники. Друзья, сегодня в студии проекта «Единомышленники» депутат парламента Республики Молдова Уазу Нантой. Уазу Нантой, депутат парламента Республики Молдова. Профессиональная деятельность. Эксперт по Приднестровскому конфликту, урегулированию конфликта в Черноморском регионе, влиянию политики России на отношения с ближним зарубежьем в рамках программы ЕС «Восточное партнерство». Автор многочисленных публикаций о политическом процессе в Молдове, влиянии России на постсоветское пространство, информационной войне, энергетической безопасности, этнических меньшинствах. Член правления Ассоциации внешней политики Молдовы. Опыт работы. С 2019 по 2025 годы депутат парламента Республики Молдова. С 2000 по 2019 годы программный директор Института общественных политик Молдовы. 2011 год – национальный консультант ПРООН. 2010 год – депутат парламента Республики Молдовы, постоянная комиссия по национальной безопасности, обороне и общественному порядку. С 1998 по 2000 годы – начальник департамента по урегулированию конфликтов в правительстве Республики Молдова. С 1992 по 1998 годы – менеджер по работе с частным сектором. С 1991 по 1992 годы – начальник департамента политического анализа президентуры Республики Молдова. С 1978 по 1991 годы – Академия наук Молдавской ССР. Исследования в области физики твердого тела. Опыт управления проектами. Молдова между Востоком и Западом. Взгляд из Гагаузии и Тараклии. Послание для Европы. Усиление поддержки для соглашения об ассоциации между ЕС и Молдовой. Укрепление потенциала организации гражданского общества в зоне безопасности Республики Молдова. Языковые навыки. Румынский – родной, русский – родной, английский и украинский – рабочий уровень. Хобби – прыжки с парашютом. Совершено 2300 прыжков. Господин Нантой, здравствуйте, ваша биография впечатляет. Спасибо за приглашение, здравствуйте. Ну, знаете, если заглянуть там в паспорт, так говорят, когда я родился, если еще добавить, что я помню смерть Сталина, то, конечно... А я сейчас подумала, слушая вашу биографию, что когда мне было 7 лет, вы уже занимались наукой в Академии наук. О, да, и почему физика? Это было очень... Я в 1974 году вернулся из советской армии, будучи инженером. Я в 70-м году окончил политехнический институт. И мой добрый знакомый Иван Иванович Жеру, он планерист, я парашютист. Он член-корреспондент Академии наук, физик, доктор. Он предложил мне пойти в Академию наук. Я стал заниматься электронным парамагнитным резонансом. Это было очень хорошее время, очень интересно, особенно если учесть, что в 1981 году мне удалось принять на работу Игоря Бацана, который окончил университет. Он тоже доктор физики. Да? Да, да. И это были чудесные времена, когда мы пользовались абсолютной свободой. В моей биографии там не написано, что я
в КПСС не состоял и стукачом в КГБ не был. Да, мы нигде этого не нашли, но хорошо, что вы дополнили свою биографию. И поэтому, когда мы работали в Академии наук, это было восхитительное время интеллектуальной свободы. И это особенно я помню моего научного руководителя Киоси Георгия Александровича, гагауз этнический. Как раз хотел спросить, гагауз из депортированных. И понадобилось приход перестройки где-то в 1989 году, хотя мы общались каждый день, он рассказал про свое детство, как их депортировали, и как он выживал в Северном Казахстане, и как в Тирасполе отделили мужчин, и он больше никогда ничего не слышал про своего отца. Да, буквально об этом мы говорили с нашим гостем недавно в нашей студии. Да. Светлана Копаева говорила как раз-таки об этом. Так что, да, действительно. И с гагаузом удавалось ладить тогда? Ну, знаете, во-первых, в Академии наук там нас объединяли совсем другие приоритеты, и это было советское время, и этничность в Академии наук не играла никакой роли. Но мне кажется, что и сегодня этничность не играет никакой роли, если искусственно не создают. Нет, подождите, есть просто профессионалы. Профессиональные румыны, профессиональные гагаузы. Вот так, да? Мы от вас узнаем сегодня, думаю, много интересного. Я только, коль биографии коснулись мы с вами сейчас, чуточку больше, да? Вы уточнили, чего мы не написали, не сказали в этой биографии, но давайте поговорим и о прыжках тогда. Поняли, как физика появилась в вашей увлечении физикой и Академия наук, и ваша деятельность в этом направлении. А как парашютный спорт появился? Ну, в 1965 году, когда я приехал в Кишинев поступать в политех, так получилось, что прежде чем сдать документы, на улице Подольская, 35, сейчас это Букурия, я нашел спортклуб ДОСААФ имени Шестакова, и там начал интересоваться, что и как. И, соответственно, у меня там 1,5 десятка полетов на планере, но потом я переключился на парашютный спорт. В 1973 году у меня была серьезная травма, и в 2004 я решил вернуться. И с тех пор 1500 прыжков сделал. А что крайний прыжок, как говорят парашютисты, это было в субботу, последний. Ага. Вот вы говорите, Академия наук – это свобода. А что такое прыжок с парашютом? Ну, это, скажем так, это с детства я интересовался авиацией, и сейчас интересуюсь. Был чемпионом Чернигівської области по ракетным отделям. Как раз хотела спросить, вы сказали, я приехал в Кишинев. А откуда же вы приехали? Давайте. Я родился на берегу пруда, село Ванчкауцы, сейчас это Ванчкивцы, Черновицкая область, Украина. Мои родители родились в Румынии, то есть в том же селе, но после пакта Молотова-Риббентропа и так далее это стало Украиной. И когда в моей биографии упомянут украинский язык, то я пошел в школу, и украинский язык я выучил в школе, хотя не жил в українськомовному середовище. То есть это просто было правильное преподавание и отношение педагогов. И я читал всю украинскую классику, которая тогда была позволена. И сейчас вы написали, что вы русский, родной ваш язык. Так вы написали. Ну да, в общем-то, румынский, русский, это у меня, так сказать, параллельно. В детстве, конечно, в селе, в семье это румынский язык, потом добавился русский. Не говоря уже о том, что в советское время доступ к науке, литература, все это в основном было на русском языке. В 1965 году, когда я поступил в политех, нам предложили на молдавском языке преподавать историю КПСС. Мы гордо отказались. Понятно. Ну, господин Антой, если говорить о молдавских политиках, то вы являетесь одним из тех молдавских политиков, о которых в Гагаузии, наверное, знает каждый. Но это тянется с 90-х, когда вы, ну и после, вы очень часто критиковали гагаузов, требования гагаузских властей, автономию. Иногда высказывались довольно-таки жестко по отношению к автономии. Но вот в последние годы, ну, на наш взгляд, ваши позиции несколько смягчились по отношению к Гагаузии. Что произошло? Я немножко удивлен тем, как вы представили мою позицию. 13 октября 1989 года
Меня избрали вице-председателем Совета Народного фронта, ответственным за межнациональные отношения. И в те времена для определенной части жителей Советской Молдавии Народный фронт был и пугалом, и страшилкой, и все что угодно. Но я помню, как мы общались с друзьями из Камрата, особенно когда, может, кто-то помнит, трагические события в Баку были, да, и между нами существовал диалог взаимоуважительный. Господин Таушанджи может подтвердить это и рассказать, как мы общались в те времена. Но вы правы в том смысле, что после развала или в период развала Советского Союза у нас в обществе произошла внутренняя глубокая поляризация или даже антагонизация. Мы разделились на группы. Внутри каждой группы каждый что-то кричал, но друг друга не слышали. И, соответственно, возникли такого рода стереотипы, что кто-то там пьет кровь русскоязычных детей, кто-то там объединяется с Румынией уже 35 лет, все никак. И кто-то против Гагауза ведет. Да, но и не говоря уже о том, что когда мы прошли через тот бурный период, когда появился Народный фронт, Гагауз Халкы, Возрождение, Интердвижение, когда на юге возникла идея Гагаузской республики, сперва автономия, потом в отсутствие этого диалога и при участии масс-медиа из Москвы пошла внутренняя антагонизация. Ну что, напомнить, как из Белграда раздавалось оружие, это что, был путь к диалогу? Или постановление правительства номер 421 об организации похода волонтеров на юг? Но по меньшей мере это была помощь гагаузам. Так знаем мы в Гагаузии, и так воспринималось это и тогда, что Гагаузия получает помощь, гагаузы получают так помощь. Нет, вот знаете, давайте перепрыгнем в день сегодняшний. У меня есть только гражданство Республики Молдова. Но у меня нет ни одного документа, который выдало бы мне молдавское государство, в котором было бы зафиксировано каленым железом выжжена моя национальность. Мы все граждане Республики Молдова. Безусловно. А уже кем я себя считаю, вот у меня внучка, мы с женой смеялись, там такой коктейль, Коктейль национальности. Когда она вырастет, дай Бог ей здоровья. Сама определится. А вы как себя определяете? Я гагаузка. Я родился в селе, впитал язык, атмосферу, культуру, то, что я читал, то, что меня привело к осознанию того, что я молдаванин, как и региональные, вот на правом берегу прута живут молдаване. То есть и сидишь за рулем и слушаешь, как этот самый радиокомментатор румынский говорят: спортивный молдавин, футболисты молдавин. Имеется в виду Васлу, имеется в виду историческая Молдова, да, то есть та феодальная Молдова. А я румын по национальности, но я плачу налоги, имею такую глупость и соблюдаю законы. Поэтому кем я себя считаю, это мое личное мнение. А почему у вас нет румынского гражданства? Вы не хотели? Нет, не то, что не хотел. Ну, вот у моих сыновей было, а у меня так. Это, знаете, румынская бюрократия ничуть не лучше другой бюрократии. Я, как рожденный в Украине, там эти документы, это я решил, что... У вас, может, есть украинский паспорт? Нет. Не, вы знаете, в Украине только сейчас, последние буквально недели, там пошли по пути допуска... У них же только одно гражданство. Множественного. Да, они не имеют права иметь другое гражданство. Поэтому, если вернуться в 90-е. В тот период, даже 80-е, потому что перестройка была запущена в марте 1985 года. И я помню, как мы потихоньку преодолевали страх в себе и учились говорить то, что думаем, а не то, что требует идеологический отдел ЦК Компартии Молдовы. То есть я в партии не состоял, но я помню тот страх, который держал нас всех в качестве серой массы подконтрольный режим. И когда в советскую Молдавию пришла вот эта перестройка,
то эта перестройка обнажила, сейчас я скажу шокирующие вещи, искусственность проекта молдавской государственности. Да? Искусственность? Ну да, потому что если вернемся вот, Советский Союз не признал объединение Бессарабии с Румынией. Не будем обсуждать, насколько это было легитимно, нелегитимно, это все, пускай историки разбираются. 23 августа 1939 года пакт Молотова-Риббентропа и секретные протоколы. И сейчас идет такой... и 12 октября 1924 года в Харькове было провозглашено создание Молдавской автономной Советской Социалистической Республики в составе Украины. Да? То есть это в составе Украины. А потом, 26 июня 1940 года, советское правительство выдвинуло ультиматум представителю Румынии, послу Румынии Давидеску, в котором было написано буквально следующее. В 1918 году королевская Румыния, пользуясь временной военной слабостью Советской России, нарушила вековое единство украинцев из Бессарабии с теми из Украины. То есть 26 июня 1940 года сталинский режим, Советский Союз, намеревался просто реаннексировать, это моя позиция, Бессарабию, и в таком случае это было бы завершение территориальной целостности Украины. В составе Украины же ведь была автономия. Если бы мы остались в качестве автономии, как там сказано, нарушило вековое единство украинцев из Бессарабии, да, то мы бы сейчас были бы в составе Украины. Но да? сослагательно... Нет, а дальше, извините, я договорю. Да. А 2 августа 1940 года в Москве, опять же, без референдумов, был принят закон о создании союзной Советской Социалистической Республики. А Советский Союз был федерацией, учрежденной союзными республиками, так сказать, это согласно. И бывшие 15 союзных республик, когда Советский Союз развалился, были признаны в качестве независимых государств в рамках тех границ, которые были сформированы внутри Советского Союза. Это одна компонента, а вторая компонента – это то, что с 1924 года на левом берегу и с 1940 года на всей территории Советской Молдавии последовательно проводилась политика создания молдавской социалистической нации и имплементация румынофобии, с которой мы можем столкнуться, если выйдем из этой студии и поговорим с людьми на улице сегодня, да, в 25 безусловно, мы году. это знаем, что любви к румынам и желание объединения с Румынией в гагаузском так обществе нет, никогда это же не совершенно было. разное. Причем тут желание объединения с Румынией? Потому что это главное, что сегодня вызывает дикий страх у жителей автономии. Дело в том, что... Вы много раз сейчас, когда говорили об этих исторических моментах, вы говорили «ежели бы», «если бы», но мы знаем, что в истории сослагательного наклонения нет. Вот да. Сегодня есть такая данность, какая есть. Республика Молдова – это независимое государство. Да. И вот давайте, как вы сказали, вернемся сейчас в точку вот эту, на которой мы находимся, и поговорим о том, вот сегодня, когда независимая Республика Молдова прошла уже через такие шаги становления сложные и не до конца еще решены очень многие вопросы, которые позволили бы, как мне кажется, Молдове быть по-настоящему независимой, суверенно проживающей страной, все еще внутри страны есть вот эти вот конфликты, и они межэтнические в том числе. То есть, как говорит Лена Федоровна, этих конфликтов нет между людьми, но они почему-то всегда в нашей стране есть. И, я сейчас говорю о гагаузах, между Камратом и Кишиневым все 30 лет не утихали конфликты. Между мной и вами конфликта нет. Я же почему и говорю, между людьми их нет, а между автономией, между Камратом и Кишиневым они не утихали на протяжении всех 30 с лишним лет жизни независимой Молдовы. Вот к нам вы пришли с книгами, а что вы хотите нам сказать? То есть это как раз те годы, о которых мы говорим, да? 90-е, становление гагаузской автономии. Что важного, вы помните, Гагаузской республики, потом автономии, что важного из того, что было тогда, вы знаете, помните, и важно сегодня знать нам, сегодняшнему поколению гагаузов, которые, должны это знать, что было и как становилась гагаузская автономия, республика. Я отвечу немножко нестандартно, любого человека, если спросить, неважно, ты хочешь жить хорошо?
Он посмотрит на тебя как на больного и скажет: конечно. Ну, конечно. Нет? А Хотим. почему у нас не получается? Почему? Почему молодежь уезжает из страны? Почему мы говорим о конфликте между автономией и центром? Да. Почему у нас левый берег есть такой очень сложный и неоднозначный феномен? Да? Потому что, когда мы говорим, что мы хотим жить хорошо, для этого нам нужен мир. Безусловно. Для этого нам нужно функциональное правовое государство, где есть институты, где, в первую очередь, судебная система и так далее, которая защищает и права гражданина, и право частной собственности. И после этого мы можем говорить о том, что есть гарантии мира, есть политическая стабильность, есть национальный консенсус. Можно говорить о условиях для привлечения инвестиций, для того, чтобы молодежь не уезжала из страны и так далее, и так далее. Но на протяжении больше 3 десятилетий нас искусственно противопоставляют и стравливают, именно исходя из того, что было в советском прошлом, что заложено в советском прошлом. Я не согласен с вами, что вот у нас межэтнические какие-то. Многие люди были удивлены, мои друзья из Киева, в первую Это не очередь. мое утверждение, хочу Я подчеркнуть. хочу сказать, что вот ноябрь 2014 года, после аннексии Крыма, институт, в котором я работал, проводит социологический опрос, и согласно тому опросу 72% граждан Молдовы, которые считают себя этническими украинцами, сказали, что Крым вошел в состав России легитимным путем. Это как? Ну, так они знают и так они Нет, воспринимают. так понимаете, поэтому здесь это моя личная точка зрения. Да, у каждого из нас есть что-то связанное с этничностью, там родной язык, детство, руки бабушки и так далее, село. И есть вот тот процент советского или совкового менталитета, от которого мы еще не избавились. Вот вы упомянули чеховское ружье, я упомяну выражение Чехова, что капля за каплей надо выдавливать из себя раба. Вот это с того момента, как мы позволяем нас стравливать, манипулировать нами, да, то есть какими-то страшилками, да, нелепыми, это значит, что нам еще много капель советского рабства нужно выдавить из себя для того, чтобы мы жили в нормальной стране, спокойной стране, где выборы не были бы концом света, да, и где инвесторы знали бы, что если они вкладывают эти деньги, то эти деньги ни Плохотнюк не заберет, с учетом последних событий. Об этом тоже поговорим. Да, поэтому процесс становления государства, он очень сложный и многоплановый, и одна из главнейших проблем, которая перед нами стоит, это создание большинства критически мыслящих граждан Молдовы. Этничность на 2-м, на 3-м. Это правда. Да. Господин Антой, одновременно с этим вы только что сказали, что надо как-то там потихоньку выдавливать из себя раба, да? И это вроде как должно быть таким упражнением для каждого человека. Но смотрите, ведь действительность такова, что сегодня, давайте поговорим о Гагаузии, потому что мы с Еленой Федоровной как минимум больше знаем, чем живет Гагаузия. Вот в Гагаузии не только то поколение, которые жили в советское время, а еще и то поколение, которое не жило в советский период, они тоже говорят, что нам нужно вот за то держаться. Непонятно за что, но вот за то держаться, понимаете? И как в этой ситуации должно происходить вот это вот, не знаю, правильно ли я сейчас применю слово, обновление? Трансформация, обновление человека, его мировоззрения, формирование этого мировоззрения. Что для этого должно сделать государство и что должен делать сам человек, работая над собой? Потому что, мы... Я склонен считать, что когда Молдова была признана как независимое государство, наши местные политиканы стали эксплуатировать, или, извините, буду эксплуатировать говорить, прошлое. Да, говорите корректно. Те, которые нас это больше эксплуатируют прошлое в советском виде, это так называемые левые. Те, которые
эксплуатируют прошлое в тот период, когда Бессарабия была в составе Румынии, 22-40 годы, так называемые правые. Те, которые правые, мы второе румынское государство, мы хотим в НАТО и так далее. Те, которые левые, в Советском Союзе было хорошо, наши помидоры и вино продаются в России нигде больше, мы любим Россию, мы любим Путина, а в последнее время мы закрываем глаза на преступления, совершенные путинским режимом в Украине. И это политики, они эксплуатировали прошлое, поддерживая вот эту внутреннюю поляризацию, которую мы унаследовали из прошлого. Но Усугубляет рядовой гражданин, он зачастую мудрее всех политиканов. И то, что не нравится, например, моим некоторым друзьям из Бухареста, в Молдове формируется то, что называется гражданская молдавская нация. Молдавская не в смысле этничности, а в том смысле, что это государство Молдова. И есть молдаване как граждане этой страны. Понимаете? Когда вот в 80-м году бедный палестинский мальчик Раед Арафат приехал в Румынию учиться на врача, то он сейчас госсекретарь и создатель этой системы СМУРТ, то есть скорой помощи. Да, скорая помощь, авиа. И когда правильный румын Траян Басеску захотел его выкинуть с работы, то румыны вышли на улицы, протестуя, чтобы поддерживать Раеда Арафата. Да, это человек полностью интегрированный, и мало кого волнует. Хороший пример. То есть, так нет, это же мы по этому пути идем, потому что вот, например, чтобы впечатлять своими цифрами и датами дальше, 2 июня 2011 года некто Дмитрий Медведев поехал в Италию на празднование 150-летия современного итальянского государства. Значит ли это, что Петрарка там 700 лет назад не мог писать на итальянском языке, потому что не было современного итальянского государства? Значит, то есть сейчас Европа идет по пути гражданства, да? Особенно вот мы видим проблемы беженцев, мы видим, что мэром Лондона, по-моему, дважды уже избирался мусульманин. И мы, в общем-то, должны искать то, что нас объединяет. С того момента, как, извините, мы граждане этой страны, мы хотим здесь жить, хотим видеть будущее детей и внуков здесь, так нужно отставить тех политиков, которые нас стравливают. Как я говорил раньше, у корыта власти, они когда встречаются, то чавкают вместе. Да? Ну, извините за политологический язык. Ну да. Но как-то так воображение это воспринимает. Но вы знаете, получилось так, что независимой Молдове больше 30 лет, но вот эта интеграция, о которой вы говорите, особенно тех, допустим, болгар, гагаузов, не произошло. Почему не произошло? А это, знаете, опять же, это моя личная точка зрения, потому что когда Молдова объявила о своей независимости, нужно было создавать в первую очередь образовательную систему. У меня был хороший знакомый, к сожалению, он умер, Анатолий Анисимович Гудым, очень мудрый человек. И он сказал, что в Молдове, в отличие от других республик, нужно одновременно решать 3 проблемы. Это правовое государство, структуры, потому что то, что было нарисовано советской Молдавией, это была фикция чистой воды. Это создавать национальную экономику. Не отросточек солнечная Молдавия в Советском Союзе, а национальную экономику. И создавать, консолидировать молдавскую гражданскую нацию. Что нам удалось из этих 3 И для этого самые большие ошибки, на мой взгляд, были допущены в образовательной системе Республики Молдова 30 с чем-то лет назад. Почему? Потому что если бы у нас была адекватная образовательная система, у нас не было бы то, что вы упомянули, и года 3 назад фонд Фридриха Эберта в Молдове сделал социологическое исследование среди молодых от 15 до 29 лет. И то есть социологическое исследование продемонстрировало, во-первых, каков процент молодых, которые хотят уехать из этой страны, и, во-вторых, что региональный вот этот менталитет с теми клише, стереотипами среди тех, которые не жили в Советском Союзе, но унаследовали их из... И когда
1,5 года назад господин Дан Перчун, министр образования, взял на работу господина Ивана Думиника, который провел, так сказать, картографирование условий преподавания, не условий, а уровня преподавания румынского языка. Тоже. Он обнаружил преподавателей румынского языка, которые читают по слогам. И после этого мы что хотим? Мы притворяемся. Я не знаю, в нашем селе, в нашем учебном заведении, допустим, в Болгарии, что были такие преподаватели. Он говорил о каком-то случае в Тараклийском районе, но дело не в этом. Я горжусь тем, что, например, я пошел вместе с господином Думиника к послу Румынии, тот очень четко и оперативно отреагировал, и уже 2-й год группы преподавателей румынского языка едут в университеты в Румынии на курсы интенсивного общения, культурная программа. И это нам нужно заботиться о том, чтобы наши дети имели будущее в этой стране, потому что это уже действительно появляется проблема, что мои молодые коллеги в парламенте, им трудно говорить по-русски. Они говорят, но рабочий язык румынский, английский, а когда, это, поэтому я ничего нового не сказал. Я ничего нового не сказал, но когда мои родственники теперь уже оказались, что живут в Тирольской автономии, да, знаете, как сейчас бывает. Да. И Дариус пошел в детский садик, то в детском садике в группе 2 воспитательницы. И дети знают, что к одной воспитательнице можно обращаться и получить ответ только на итальянском языке, а к другой только на немецком языке. Причем обе воспитательницы вместе присутствуют одновременно в группе. Нет такого, что один день мы говорим по это. То есть это с детства, с детского садика нужно этим заниматься. То есть чтобы потом политики не могли нас стравливать, пользуясь вот этими... как это? То есть сейчас, по вашей логике, это одно из фундаментальных условий, за которые отвечает государство. То есть получается, что в этом вопросе... Молдова ничего не сделала, поэтому мы имеем такую ситуацию? Нет, не то, что ничего не сделала, но мы... вот смотрите, я хочу акцентировать внимание вот на чем. Вот в начале 90-х между гагаузами и представителями Молдовы, да, были споры о том, что должны ли мы говорить на румынском, будем ли мы говорить на румынском, нет, мы отвоевываем свое право говорить на гагаузском языке и внедрять этот язык, расширять сферу его применения. И 30 лет спустя разговоры о том же, только теперь мы и румынского не знаем, мы и гагаузский потеряли. И Кишинев официальный, какие были конфликты с Камратом, когда чуть слабее, когда сильнее, но так они не закончились за эти 30 лет. Так в чем мы были успешны вот за это время жизни независимой Молдовы? Мы граждане этой страны. В чем мы были успешны? Давайте посмотрим на это дело с позитивной стороны. Я имел в виду, что появилось новое поколение. Я всегда очень рад и горжусь тем, когда вижу в масс-медиа информации, что учащиеся из Молдовы на каких-то международных олимпиадах по роботике, по информатике, по химии, по математике получают медали. Да. И когда смотришь на этих детей, талантливых детей, да, для которых открыт весь мир. Да? За них радуешься, Нет, так подождите. И они должны жить в той стране, где люди в течение 35 лет не могут выяснить, как называется язык. А они вынуждены жить в стране, где, потому что они уедут. Политики только не уезжают из этой страны. Политики говорят, что здесь плохо живется, большая миграция, только политики Я возвращаюсь к тому, что если каждого из нас спросить, ты хочешь жить хорошо, так мы должны научиться думать своей головой и не слушать политиков, или, по крайней мере, понимать, где фальшь в заявлениях политиков, понимаете? И тогда не будет так важно, кто считает себя болгарином, гагаузом, евреем, молдаванином или румыном. Мы будем гражданами. Да? И в этом смысле, когда вот мы говорим о позитивном, мы должны обсуждать существующие проблемы. Я помню баталии в Народном собрании. Здесь отсутствует господин Железогло, когда вы продвигали закон о укреплении позиции гагаузского языка. Да? Госпожа Майя Санду тоже сейчас ищет какие-то фонды в ЮНЕСКО, там, не знаю, тоже для... Да, но пока сами люди не почувствуют гордость за свой язык,
и необходимость Его на нем знать, говорить, да. общаться со своими детьми, внуками, Это правда. то Никакие фонды не помогут. Это получится как эсперанто, если слышали, да, такой искусственный язык, чтобы люди все... Но он умер, потому что никому это не нужно. Поэтому здесь, я повторяю, ключевое условие для консолидации общества, для успешности нашего проекта, нашей государственности – это критическая масса критически мыслящих людей, которые не позволят политикам запугивать себя, превращать себя в электоральное стадо, и которые гонят на бойню, чтобы, исходя из каких-то страшилок, голосовать. Которые понимают, что нельзя продавать свой голос. Но тело, когда продают, мы осуждаем. А когда... То есть это значит, что поджигать дом, в котором мы живем. Что люди дают деньги за голос не потому, что это как-то гуманитарная акция. Но дают, да. Вы знаете, я все-таки хочу вернуться. Да, Для чего вы взяли с собой вот то, что... А я объясню. Дело в том, что... Брошюру и книгу. Вот у меня есть там, я когда-то давно составил такую табличку. Вот прибалтийские государства и Республика Молдова. Почему у нас не получилось проследовать по той траектории, которую прошли прибалтийские государства? Почему? Прецедент государственности у прибалтов был до 1940 года. Да? У нас не было. В прибалтийских государствах была влиятельная диаспора в демократических странах. Международное сообщество никогда не признавало легитимность аннексии прибалтийских государств. Всего этого не было в Советской Молдавии. И когда нам на голову свалилась вот эта свобода слова, мы разделились на те группировки, которые каждый кричал о своем на левом берегу, на юге. Я же в качестве представителя Страшного народного фронта, помню, поехал на завод Точлитмаш, где когда-то начинались языковые забастовки. И я 3 часа общался с коллективом. Люди вначале были такие глухие, замкнутые, потому что приехал страшный представитель Страшного народного фронта. Когда мы закончили это мероприятие, потому что там мы срывали следующее мероприятие, люди не хотели расходиться. Люди улыбались, люди «приезжайте еще». То есть людям внятно и просто объяснили, что происходит. Они просто питались своими газетами местными, да, в том числе и монархическими, да, на левом берегу, где писалось о конце света, о том, что мы завтра проснемся в другом государстве, и что в Кишиневе страшные представители Народного фронта пьют кровь русскоязычных детей. То, что у нас отсутствовало тогда и сейчас чувствуется отсутствие, это диалог. Отсутствие диалога. И спасибо вам за это приглашение. Это маленькая, так сказать, галочка в пользу этого диалога. Особенно я никому не даю указаний, но если бы ваши зрители присылали какие-то вопросы, или через какое-то время я мог бы еще раз приехать, или кто-то еще, чтобы... Да, отвечать. давайте прямо сейчас, прежде чем вы все-таки ответите мне на вопрос. Да, Зачем и вы тогда, пришли с и этими... тогда, когда начал, тогда вот вспыхнули разного рода процессы. На юге появилась идея Гагаузской республики. Да. И это все подпитывалось союзным центром, потому что когда 19 августа 1990 года была провозглашена независимость от Республики Молдова, и обратились к союзному центру с просьбой о том, чтобы Гагаузия участвовала в подписании нового союзного договора. Да? Так это что? И когда Анатолий Лукьянов, который помимо того, что писал стихи, был и председателем Верховного Совета СССР, к нему пришли депутаты из Советской Молдавии. Что происходит? Он сказал, если Молдова подпишет новый союзный договор, эти республики исчезнут. Если нет, уходите в свою Румынию. Но это было, понимаете. Но я к тому, что хочу быть правильно понят. Это было. Но это принес сюда... Вот и Михаил Васильевич Киндигелян написал толстую книжку. Да? Это не для того, чтобы кого-то обвинить, что мы не можем изменить прошлое. Да? Ошибки были допущены со всех сторон. Я повторяю, тоже постановление номер 400. И со стороны Народного фронта тоже?
Ну, тогда только в Северной Корее там ошибок нет. А так, да. Ну, то есть, когда вы говорите со всех сторон, я прекрасно сейчас понимаю, Нет, я что имел в виду, зрители из нет, Гагаузии... Народный фронт это после того, как были проведены первые выборы 25 февраля 10 марта 90 года в Верховный Совет Молдавской ССР на всей территории Молдовы были проведены выборы. И когда 23 июня 90 года Верховный Совет, он же парламент, принял декларацию о суверенитете, после этого появилась 19 августа в Камрате и 2 сентября в Тирасполе. Республики в составе СССР. Понимаете? Но я повторяю, сейчас это мы должны понимать. И если это было, так много красивых слов было про самоопределение гагаузского народа, почему вы говорите, не я, а о том, что проблемы с гагаузским языком, проблемы с... Господин Потому что, Антой, как вы говорите, да. ошибки были у всех, и вот ошибки... И не только ошибки. Да, и не, секундочку, вот смотрите, я бесспорно выступаю за то, чтобы клеймить кого-то за то, что было в прошлом и что это было сделано не так, это ни к чему совершенно, потому что накал напряжения в обществе молдавском и гагаузском настолько высоко, что выяснять, почему и кто тогда правильно поступил, неправильно. Достаточно того, как вы говорите сейчас. Кстати, мне приятно слышать, что вы признаете, что ошибки были у всех, потому что мне казалось, что Вазан Антой, собственно говоря, лет 10 назад еще не мог признать, что у кого-то были ошибки. Мне так казалось. Может быть, я ошибаюсь. Почему Вазан Антой 15 мая 1992 года сделал пресс-конференцию и заявил о своей отставке? 15 мая 1992 года заявил о своей отставке с должности советника Снегура. Потому почему вы ушли? Потому что я видел, что дело идет к катастрофе. Я ушел. Но в той катастрофе, которую вы могли предвидеть, были и ваши личные ошибки, поэтому ушли? Ну, вы знаете, дело в том, что я мог изменить. А я вам приведу такой пример. 2010 год. Я работал тогда в институте, мы проводили социологические опросы. Я говорю к директору, господину Барбароше, я говорю, вот 70 лет с 28 июня 1940 года. Давайте зададим вопрос, что это было. И ответ был такой, где-то там 35% это была оккупация, 25% освобождение, остальные не знаю. Но ведь когда мы с вами говорим, да, вот вы говорите, история, мы живем в достаточно такие сложные времена, когда история становится дубиной в руках политиков. И когда мы говорим о детях, я говорю о том, что нам нужна критическая масса критически мыслящих людей, то наша образовательная система должна выпускать не догматизированных роботов, а граждан, которые думают критически. И в этом смысле. И потому что, когда я вспоминаю вот этот ответ на тот вопрос, у меня возникла такая очень простая идея. Людям дают листок бумаги, и они пишут те свободы, которые нам принесли 28 июня 1940 года. Просто перечисляют те свободы, свободу быть расстрелянным без суда и следствия, свободу забыть родной язык, свободу остаться крестьянином без земли, свободу умереть от голода и в случае каннибализма, свободу быть депортированным. Так же ведь было? Да, такие события, конечно, были в нашей истории. Я повторяю, что я против того, чтобы догматизация. Мы, к сожалению, живем в те времена, когда, знаете, у меня один хороший приятель, он много лет работал в Соединенных Штатах, и он на одном приеме, когда заканчивал свою карьеру, сказал, что я счастлив, что я жил в Соединенных Штатах до теракта, который... 11 сентября. И почему? Потому что до этого Соединенные Штаты были абсолютно открытым таким обществом. После этого начали закручиваться гайки. Мы сейчас живем в той ситуации, когда вынуждены принимать достаточно непопулярные меры, там, запреты коммунистические, запреты каких-то партий, коммунистическую, к сожалению, запретили в свое время, да. То есть закрытие каких-то телевизионных каналов. Все это, на первый взгляд, кажется анормальным. Но мы живем в анормальной ситуации,
Когда у меня нет оснований не верить, когда представители госструктур говорят, что 8% от общего числа избирателей согласились или получили деньги. А когда выборы там решает по... Несколько голосов, Да, 1000 голосов. это же где А вот получается? те госструктуры, которые вам говорят о том, что 8% получили деньги, эти госструктуры вам говорят о том, почему они не поставили заслон этому? Так не, это... Они же за что-то получают деньги, и Нет, у нас достаточно Знаете, чиновничьего... когда мы говорим про госструктуры, мы должны четко определить временные рамки и ситуацию, потому что у нас в качестве госструктур был и позорный период захваченного государства, когда все госструктуры обслуживали указания одного человека. Ну, это тоже в Да, жизни нашей понимаете? страны. И нельзя провести выборы, посадить других людей на уровень министерств, чтобы все госструктуры качественно изменились. Понимаете? Но, Поэтому это, да. извините, у нас идет очень сложный процесс, который в конечном итоге государственные структуры должны научиться быть эффективными, соответственно, с законом, не нарушая фундаментальных прав А гражданина. есть шанс, что мы таким государством станем, и государственные структуры смогут переболеть, пережить, выздороветь и... Дело не совсем так, потому что, когда вы говорите государственные структуры, что такое государственная структура? Это мы. Общество должно критиковать власть, Это чиновники, оппозиция которых должна наделяют. критиковать власть. И, соответственно, должны работать в том направлении, чтобы эти государственные структуры работали согласно закону. Это, вот посмотрите, в соседней Украине какой сейчас скандал, то есть там с этими независимыми органами по борьбе с коррупцией. Это непрерывный процесс. И поэтому, особенно в ситуации с Республикой Молдова, когда мы, я говорю, нам на голову упала независимость, и мы с нуля стали создавать это государство с таким сложным прошлым, не говоря уже о том, что на левом берегу происходит, да. И поэтому в этом направлении наблюдается очевидный прогресс, но если у граждан есть основания для конкретной критики, эта критика должна звучать. Если мы говорим о критике, то, наверное, сейчас больше всего подвергается критике именно госпожа Майя Санду, президент страны, и партия ПАС, представителем которой являетесь и вы. И надо сказать о том, что вы в 4 года были в составе этой партии, имели большинство в парламенте, возможность что-то менять в стране. Скажите, все ли задуманное у вас получилось? Что стало самым большим вызовом для вас в этот период? Я для начала хотел бы уточнить некоторые вещи. Да, в последней избирательной кампании я уже не бегал от ворот к ворот, но перед этим 19-й, 20-й, 21-й год я, так сказать, отрабатывал. И то, что настораживает, то, что когда говоришь с людьми о выборах, то в большинстве своем, я беру на себя смелость это утверждать, люди очень слабо ориентируются, в чем отличие президентских выборов от парламентских выборов, в большинстве своем. Да? И когда мы говорим о критике президента страны, госпожи Майя Санду, я задаюсь вопросом, а те, кто критикует, искренне которые критикуют, они когда последний раз заглядывали в Конституцию и читали, какие полномочия президента страны? И я закончу мысль. Некоторые часто говорят о том, что Молдова парламентская республика. Это неправильно. Такого термина в Конституции нет. Есть полномочия президента, есть полномочия парламента, правительства, 2 большие статьи про Генеральную прокуратуру, да, и так далее. И 111 статья про как раз хотел сказать, вы не хотите сказать про 111 статью Конституции? Я к тому, что есть советское наследование, что первый секретарь все решает, да, от неверности мужа до распределения квартир. Вот так и нас сейчас считают, что президент страны отвечает и за стоимость черешни, и за инфляцию, и за... То есть критиковать можно? Нет. И нужно, нет, вы сами сказали. Желательно критиковать тот государственный орган, который отвечает за проблему, которая тебе не нравится. Очень и здесь сложно. и второй момент. Понимать. Я хочу когда мы в последнее время говорим о том, что состояние гибридной войны, так это же совершенно очевидно. На протяжении где-то последних
3 лет как минимум, есть целенаправленная политика, которая преследует своей целью создание образа Майя Санду, которая ведет Молдову по украинскому сценарию. Майя Санду – это милитаризация, это значит забирает деньги у пенсионеров и детей. Майя Санду – это война. Майя Санду – это война на 2-й день после переизбрания против Приднестровья. Это целенаправленная политика, которая имеет своих исполнительных здесь, в Республике Молдова. Можете назвать конкретный политиков? Право на реплику или что? Да нет. Потом, когда появляется дама, которая заявляет о том, что мы должны претендовать на исторические территории Молдовы, в Одесскую область, да? Это как? Это 5-копеечная провокация ФСБ. А что делает власть, чтобы люди поняли, что это 5-копеечная провокация? А вот это с вами принципиально не согласен. Почему? Потому что для того, чтобы я себя уважал, мне не нужна власть. Я должен думать своей головой, критиковать в том числе и власть, но понимать, где проплаченные провокаторы. Да, но как людям, которые не имеют тех навыков, которые есть как минимум у вас, у других людей, которые интересуются и разбираются в политике? Если он хочет, чтобы его дети не одели униформу и не послали в качестве пушечного мяса убивать... Все хотят не посылать своих детей. Так нужно думать. Когда человек идет на базар, чтобы ему не всучили дохлую курицу, он должен что-то понимать в этом. Точно так же, когда идет на выборы. Господин Антой, вы допускаете мысль, что люди, которые, я сейчас опять же говорю, как минимум о тех людях, с которыми мы общаемся часто в Гагаузии, люди не различают тех вещей, о которых вы сейчас говорите? А должны учиться, потому что если я сажу... на этот момент, а выборы 28-го. Если я хочу сесть за руль, так я должен пройти медкомиссию, я должен сдать теорию, я должен сдать практику и сажусь за руль. А когда человек идет на выборы и голосует, он должен что-то понимать. Вот, но мы исходим из того, что есть, нет, господин потому Антой. что, понимаете, мы же видим, что есть люди, которые понимают, что хотят, они могут иметь другую точку зрения, отличную от моей. Я с этим принципиально... Но они понимают, почему они А есть люди, которые либо продаются, либо позволяют, чтобы их превращали в запуганное стадо. Правильно ли я понимаю? Непросвещенность граждан Республики Молдова, большей части, меньшей части, я не неважно. знаю, давайте уточним термин. Что значит непросвещенность? Люди не знают. Я не знаю, что такое квантовый компьютер или что такое искусственный интеллект. Нет, мы говорим о выборах, есть об обещаниях есть политиков. ответственность перед своей страной, перед собой, перед детьми, перед внуками. Когда человек, он должен понимать, что он, если ему обрушивается всякого рода, так сказать, информация, дезинформация, он должен определить, где ложь, а где правда. Конкретный пример. Вот человек, о котором вы говорите, политик, о котором вы говорите, с 5-копеечной информацией вышла, информация провокации. Провокации, да, простите. То людям очень сложно идентифицировать, что это 5-копеечная провокация. Сложно. А где ответственность люди политика? эти будут голосовать. Где ответственность почему политика, просто поверить провокаторам, а отличить ложь вот от я это правды, называю непросвещенность, но потому что люди не знают, как реагировать на эту информацию. Как же люди в Гагаузии поверили дважды 2 политикам, что в Гагаузии будет аэропорт? Вот нет его, а люди дважды поверили. Знаете, и продолжают верить этим же политикам. Появилось в интернете фото, которое обещает новый блок, и там я помню ситуацию, когда люди в Гагаузии, как вы говорите, поняли, что некто Додон их многократно обманывал. Мне интересно, на этот раз они еще раз позволят обмануть себя? Ну, разные отношения есть у жителей автономии к разным политическим партиям и политикам. А это людям отношение решать. должно определяться тем, хотят люди жить лучше или нет. Смотрите, я убеждена, вы не найдете ни одного гражданина Республики Молдова, который вам сказал бы, я хочу жить хуже. Ну это же смешно предполагать. Хотят ли люди жить хорошо? Да, господин Нантой, хотят жить все хорошо. Только не все могут различать вот то, о чем я говорю. Но сказала Фортуны, я за мир и выпустила голубя. Все поверили, она за мир. А сказала другая политик, что Молдова, там Санду готовит Молдову к войне. Люди поверили. Ну, так и что с этим делать? Нет, так подождите.
Вот я опять же возвращаюсь... Потому что у одного политика очень положительный имидж, скажем, да, и этот политик над этим имиджем работает через ложь, вранье, манипуляции. Так, хочу довести до конца свою мысль. Если мы заглянем в Конституцию, увидим полномочия президента, то увидим, что Майя Санду совершенно фантастический прорыв. Но мы адвокатам Санду здесь меньше всего хотели бы быть. Не, подождите. Раз уж вы назвали меня представителем ПАС, терпите. Мы назвали совершенно то, что вы фантастический прорыв в том, что называется имидж Республики Молдова в международном плане. Посмотрите, какие грандиозные проекты по помощи Республике Молдова поступают со стороны Евросоюза в первую очередь. Да? То есть это в значительной мере заслуга президента страны, который отвечает за внешнюю политику и так далее, и так далее. Правительство имеет свою сферу ответственности, от культуры до агрикультуры. Люди этого не знают. Это же элементарно. Потому что человек, когда садится в машину и хочет поехать, он не лезет в багажник, он садится за руль. Давайте элементарные вещи нужно знать. Но это нужно знать с тех пор, как мы считаем себя гражданами, а не населением, понимаете? И здесь мы прекрасно понимаем, что были ожидания со стороны общества и были наши, скажем так, намерения реформы юстиции. Это процесс мы завязли. Потому что я не принес вам в студию те ответы на мои депутатские запросы из Генеральной прокуратуры, которые говорят о том, что там далеко не все искренне хотят расследовать преступления, совершенные в прошлом. Я, так сказал, достаточно обтекаемо. Да? Угу. Поэтому система сопротивляется вплоть до сегодняшнего дня. Но это длительный процесс. Смотрите, тогда давайте вопрос следующий к вам, как депутату ПАС. У ПАС, как и у любой другой партии, которая была во власти, есть ошибки. Есть и свои какие-то, как у любой власти, собственно говоря, есть какие-то в работе положительные успехи или положительные моменты. Что власть в лице ПАС не сделала за эти 4 года, и что стало самым большим изъяном и для правления страной, и для граждан, чтобы они ощутили, что у Молдовы была 4 года власть в лице 63 депутатов как минимум, которые представляли большинство в парламенте. Нас многократно критиковали. Наверное, в этом есть значительная доля правоты, что мы не умеем выстраивать общение, диалог с обществом. У меня с этим лично проблем нет, но если так много и постоянно говорили об этой проблеме, то, наверное, это действительно существует такая проблема, и эта проблема сказывается на имидже партии. Потому что, когда мы говорим об ошибках, да, у меня свой круг общения, предположим, с бизнесменами я практически не общаюсь, но предположим, я встречаюсь с ним, он говорит, все плохо. Я говорю, уважаемый, ты занимаешься конкретным делом в конкретной области. Возьми, пожалуйста, листик бумаги и напиши, какое постановление правительства, какой закон ты считаешь нарушает либо твои права, либо создает проблемы, или содержит ошибки. И я с этой бумажкой пойду в ту комиссию, которая занимается либо по финансам и бюджетам, либо юридическую. Такого нет. В обществе задалось такое среди части наших сограждан негативная картина, то есть без конкретики. Это эмоции, да? Но мы приближаемся к 28 сентября, где я неоднократно повторяю и буду повторять. Я не буду говорить, пока не увижу бюллетень с окончательным списком избирательных конкурентов, за кого голосовать. В первую очередь мы должны определиться, что мы хотим. Как мы видим то, что каждый человек хочет жить лучше. Да? И уже исходя из этого понимания смотреть, за кого голосовать, за кого не голосовать. Смотрите, но если это вы лично признаете как возможную ошибку, потому что об этом говорят люди, а вы правы в том, что люди так и говорят, что ПАС не смогла установить контакт с обществом, не смогла объяснить, что они хотели, как они хотели, для чего они это делали. Что они делают. Да, и что они делают, люди не знают. И вы с этим выходите на выборы. Я могу сказать, что снимаю шляпу перед коллегами из исполнительной власти. Например, я
частично посвящен в то, что делает, например, Министерство образования. То есть это большая многотрудная работа с обеспечением из бюджета по повышению качества образования в нашем обществе, потому что без качественного образования, не мне вам рассказывать, дети лишены будущего. Единственное, что мы можем дать, не все родители миллионеры, мы можем им дать знания, образование, критическое мышление, чтобы они нашли себя в этом мире. Здравоохранение. Тоже колоссальные проекты, инвестиции, изменения. Да. Я не готов сейчас объяснять, почему у нас нет бурного экономического роста, но утверждать, что мы прекрасно понимаем, в каком драматическом контексте находится Республика Молдова. Инфраструктуру, эти проекты с европейским селом, с дорогами. Мы видим, что Молдова меняется. Да, но и проблема в том, что отсутствие коммуникативности нет, так не понимаете, и огульно вот просто отрицать, что ничего не сделано, все сгорело, все пропало, это не совсем ответственно. Гражданин должен критически мыслить. И мне кажется, в этой ситуации, конечно, я говорю, это проблема с реформой нашей этой судебной системы, с нашей юстицией. Конечно, я говорю, вот, понимаете, едешь на юг, да, вот, наверное, это серьезная проблема, что делать в условиях повторяющихся засух сельским хозяйством на юге. Это, наверное, дискуссия, которая не предполагает разделение на румын, гагаузов, евреев, болгар и так далее. Это общая проблема, общая боль. То есть это... Политики в Молдове говорили о том, что имеет место быть пропаганда, и власть пыталась противостоять, предпринять какие-то меры, чтобы противостоять. Скажите, правящая партия справилась с пропагандой? Был организован центр «Патриот», как он-то иначе назывался сейчас? Что-то еще? Когда вы меня спросили, давайте уж я отвечу. Ноябрь 2022 года, социологический опрос, который продемонстрировал, что 35% из наших сограждан оправдывает агрессию России против Украины. Где-то 18% считают, что Путин борется с нацизмом, а остальные 17% считают, что он защищает ДНР, ЛНР. Как тут справляться с пропагандой, когда каждый третий уже, скажем так, думает так, как ему диктуют. И когда мы говорим, мы же провозгласили свободу, каждый думает. И когда мы говорим о борьбе с пропагандой, то я скажу вам свою личную точку зрения. Я всегда считал, что главный инструмент борьбы с пропагандой – это гражданин, который думает сам, уважает себя и не позволяет манипулировать собой. Потому что если кто-то из нас смотрит, как Маша Захарова вещает что-то, да, так это значит себя не уважать. Это значит себя не уважать, понимаете? Вы себе не представляете, какое число людей смотрит, слушает Машу Захарову и говорит, какой у них 30, классный пресс-секретарь. 35, я только что сказал, привел страшную цифру, 35%. Да, это при том, что 90 с чем-то процентов мы считаем себя христианами, и ежедневное убийство тысяч и тысяч людей нас совершенно как-то не является фактором. Господин Антой, а вот эти вот реформы в судебной сфере, в сфере юстиции Ветинг. Это удалось? Вы хватаетесь за голову, почему? Да. Уже понятен Да. ответ. Потому что гладко было на бумаге, но забыли про овраги. Я вам приведу такой пример. 14 июня 2019 года. Я продолжаю с цифрами. Да, это вообще ваша фишка. Нет, это не фишка, это факт. Поищите в интернете. Заявления прокуроров. Из 637 прокуроров 612 были объявлены подписантами того заявления, которое, кто-то считает, что это не в поддержку Плохотнюка, кто-то считает, что в поддержку Плохотнюка. Это говорит о том, насколько все запущено в этой системе. И, знаете, прочтите закон про прокуратуру, или там везде написано, что прокурор выступает в суде в мантии, он приносит присягу вступления должности. Сколько стоит эта присяга? Да? Вы знаете, сколько? Так я не знаю. Я, слава богу, не юрист, я был инженером. Мы об этом поговорили в начале передачи. Да. Но я к тому, что
очистить такую систему, особенно когда система оказывает сопротивление, когда они искушены в этом крючкотворстве. Покажите мне пример, когда кто-нибудь из этой системы вышел бы на пресс-конференцию, посыпал бы голову или лысину пеплом и сказал: «Каюсь, виноват, уважаемые сограждане. Такая была система с сегодняшнего дня, я буду честно исполнять закон». Был хотя бы один такой прецедент? Ну, не надо искать среди судей, потому что не было такого прецедента и среди политиков, который посыпал бы, вышел бы и сказал бы: «Я врал, а теперь признаю, что это все было вранье». Давайте, мы же не говорим про реформу партийной, мы говорим про судебную систему. Хотя про нее тоже нужно поговорить, это, возможно, и важнее. Нет, я с вами согласен в том смысле, что... То есть вы начали ветинг, но овраги не заметили, как вы сказали. Это сводится к мысли, что недооценили то, насколько сложны были проблемы в этой системе. Да, мы недооценили. Есть еще вот это, знаете... Я помню 19-й год, когда был этот блок АКУМ и партия социалистов, создали правительство. Люди буквально ждали, что мы на площади установим гильотину и будем по списку вызывать и рубить голову коррумпированным чиновникам. Венецианская комиссия, Конституция, законодательство, первое чтение, второе чтение, публичное слушание. И что? Все дальше и дальше? Нет, это идет такой процесс, который идет в диссонансе с ожиданиями общества. Людей, когда появляется диссонанс, тогда включается процесс разочарования. Эти обещали и ничего не сделали. Но вот эта реформа, она же мучительная и длительная. Тут мы завязли, признаем, но мы не можем в одночасье, так сказать... Конституционный суд даже не позволяет использовать детектор лжи для таких ситуаций. Люди говорят, что... Люди говорят, что ПАС установила тиранию и диктатуру в Молдове. Это, конечно, демагогия чистой воды. Я говорил о том, что в этой чрезвычайной ситуации, которая называется гибридной войной, дай бог, чтобы мы избежали худших сценариев в перспективе выборов, мы должны идти на некоторые неординарные меры. То есть, которые раньше казались бы закрытие телевизионных каналов или там запрет каких-то организованных преступных группировок, которые называются партиями. Это необходимо для защиты национальной безопасности, для защиты граждан Республики Молдова. Я не хочу, чтобы в Молдове был хаос, чтобы, дальше я остановлюсь, нам нужно сохранить мир и функциональное правовое государство. Европейская перспектива – это шанс на самореализацию этого государства. Люди говорят, что правящая партия ведет страну в объятия Румынии. Это бред. Этот бред я слышу с 1988 года. И, к сожалению, этот бред рассчитан на тех сограждан, которые позволяют с 1988 года запугивать себя этим бредом. Здесь я поставлю точку. Люди говорят, что вырос уровень бедности. Ну да, все ходят с айфонами, там на улицах Кишинева, да и Камрата тоже не протолкаться от машин. Я не великий специалист в области статистики и социальных проблем. Действительно, у нас в обществе есть серьезная проблема поляризации. Есть богатые люди, есть люди, которые могут себе позволить достойный уровень, есть люди, которые откровенно тяжело выживать. Могу только напомнить, что одним из шоков, с которым вышла госпожа Майя Санду из избирательной кампании в 2020 году, это была констатация вот этой бедности, и потом появилось усилия ПАС по повышению минимального уровня пенсии, повышению средней зарплаты. Но проблема существует, и если мы хотим решать эту проблему, нам нужен мир, и нам нужна реализация тех проектов, которые нам предлагает Евросоюз, для того, чтобы, наконец, мы получили ту жизнеспособную национальную экономику, которая будет создавать рабочие места. Потому что сейчас наш социальный фонд в минусе. То есть я получаю пенсию, но это не гарантия, потому что люди уезжают. Нужно сломать эту парадигму. Нам нужен мир, нужно заканчивать демагогию с Евросоюзом, с геополитикой.
и именно идти по реализации этих проектов, которые позволят наконец вдохнуть жизнь в нашу экономику. Вы получаете пенсию, но вы получаете очень большую пенсию. Я И у получаю вас нет заработанную гарантии. пенсию. Я ни копейки, ни бонуса не получаю как депутат. Мой рабочий Хотелось стаж, бы поговорить еще о мой пенсиях. Давайте рабочий стаж с 1 сентября 1970 года. непрерывный Непрерывный. до сегодняшнего дня. И следующий вопрос. Люди говорят, что Санду и ПАС ведут Молдову к войне. Но это типичная провокация кремлевская в рамках той гибридной войны, которую проводит Россия для того, чтобы установить хаос в Республике Молдова. Потому что другого объяснения здесь быть не может, когда служба внешней разведки России публикует информацию. Но, уважаемые, это именно рассчитано на тех людей, которые не хотят думать своей головой и позволяют манипулировать собой. Я призываю наших сограждан не верить этим манипуляциям, а общаться друг с другом и искать ту правду, которая объединит нас. Потому что когда говорят, что Санду ведет... последнее, что это НАТО готовит Молдову к войне с Россией. Уважаемые, бросьте взгляд на географическую карту. И Ну где Молдова и где Россия? Ну о чем мы говорим? Это же сумасшедший дом. Это рассчитано на людей, у которых проблемы с этим самым. а что по поводу нейтралитета? А как называется та страна, которая попирает нейтралитет Республики Молдова? Я про нейтралитет Республики Молдова. Он закреплен в Конституции, но есть Ну да. политики, которые говорят, что Кто? политики, Фамилию студии. ни для кого же не секрет. Ирина Влах говорит о том, что... А это что, политик? А что, нет? Нет, она для меня агент Кремля. Для вас, а для всех людей политик. Ну не для всех, не Но надо. для граждан Республики Молдова, Для которые... некоторых. Для некоторых. И так же, как и вы для некоторых, и ПАС для некоторых. Давайте не разделять. Вот они Нет, политики, понимаете? И они говорят, и люди им верят. Она попыталась утвердиться в общественном мнении, эксплуатируя нейтралитет. Не пошло. Она пошла по пути скандализации. Не пошло. А потом получили указания из Кремля, как это, знаете, как есть такой почти анекдот, как звучит по-украински «Пролетарии всех стран, объединяйтесь». А как? Пролетарі усіх країн згепайтесь до купи. Вот им поручили создать этот блок. Она появилась, уже не скандалит. Она уже в строгом черном платье, правда, в вороне в тапочках рядом. Поэтому то, что говорит Ирина Влах, это себя не уважать. Это ваша точка зрения. Это моя. Вы меня спросили, Да. я вам сказал. Мы о блоке этом поговорим чуть Да, позже. да, да. Нет, я помню 6 февраля 2015 года. Все начинается с цифр. Когда, с даты, да, С когда даты. она вместе с Игорем Додоном представила в российском посольстве и сказала, что она поведет Гагаузию в таможенный союз, и за ней последует вся Молдова. То есть Ирина Влах, а 29 сентября 2008 года что было? А что было? А были 4 молодых коммуниста, Ирина Влах, Загороднюк, Витюк, Попа, подписали законодательную инициативу о приватизации гостиницы «Кодру». Кто ее приватизировал? Владимир Плохотнюк. Плохотнюк, да. Поэтому, если хочешь себя уважать Какая как... благородная идея была, наверное, в законодательном органе, в кавычках. Да, Идем да. дальше. Люди говорят, что при правлении ПАС увеличилась миграция. Миграция, знаете, она появилась десятки лет тому назад. Начался этот процесс, к сожалению. И сейчас увеличилось, не увеличилось, я не знаю, но, к сожалению, я помню еще 98 год, как ко мне была избирательная кампания, ко мне подходит женщина, говорит, мне нужно 2000 евро. 2000 евро тогда стоила фальшивая шенгенская виза. 2000 евро. 2000 стоила фальшивая шенгенская виза. Уехать хотел. А потом люди кинулись получать румынское гражданство и решать вопрос без Без этой визы. Да, поэтому этот процесс после 24 февраля 2022 года я шел по улице, встречаю, меня останавливает женщина, меня многие знают, говорят, Дом Нанто, я больше не могу, я устал, я уезжаю из этой страны, мне надоело жить в страхе. Кто-то уехал поэтому. Да. Идемте дальше. Люди говорят, что Кишинев делает все для того, чтобы ликвидировать гагаузскую автономию. Что, неужели перестали перечислять деньги в автономию?
Ну что значит делает все? Ну это же... Скажите, что не делает ничего для того, Во-первых, чтобы ликвидировать, и делает раз все уж для того, чтобы могу выжила сказать автономия. абсолютно официально, никто никогда в рамках правящей партии не ставил вопрос уничтожения автономии. Другое дело, что я здесь скажу, выдаю страшную партийную тайну, многие мои инициативы на предмет диалога с автономией, к сожалению, не получили поддержки. Почему? Ну, мы вечно были в качестве пожарной команды. То ковид, то эти самые газовые проблемы, то электричество, то есть и нас на это не хватило. Но говорить о том, что мы ставим вопрос об уничтожении автономии, это абсолютно безответственно, это абсолютная ложь. Другое дело, что если сравнить, было бы очень полезно, я очень, может быть, когда-нибудь в университете или когда провести сравнительный анализ того закона номер 344, принятого 23 декабря 1994 года из статуса Тирольской автономии, и понять, где суть и где, понимаете, это было бы полезно. Но, к сожалению, когда информационное пространство доминирует, захвачено теми, которые, я помню, как 2021 год, помните, жаркое лето, митинги, мы умрем от голода, мы умрем от холода. И я сказал, что честные крикуны должны 1 марта, когда окончится зима 2022 года, представить свидетельство о смерти. Но никто не представил, продолжает демагогию про желтую заразу. Поэтому, повторяю, никто никогда не ставил задачу уничтожения автономии. Другое дело, что у нас отсутствует тот цивилизованный диалог, что та же Тирольская автономия, соглашение де Гаспери, там 46 год, а современный статус принят в 72 году. То есть это был процесс, Да, долгий. Но для этого нужен диалог, а не переплевывание через заборы. И последний вопрос в этой рубрике. Люди говорят, что Санду и ПАС получают указания из офисов ЕС. Откуда? Из офисов ЕС, Европейского Союза. Я думал, вы скажете из Вашингтонского обкома, и в таком случае я задал бы вопрос. А с каких пор в Молдове нет посла Соединенных Штатов? По-моему, пару лет. Как? Мы живем без посла Соединенных Штатов. Нет, конечно. То, что госпожа Майя Санду, отвечая за внешнюю политику, находится в непрерывном контакте с лидерами Европейского Союза, с Румынией, вот сейчас официальный визит в Великобританию. Да. То есть, но говорить о том, что мы получаем указания, в том числе для того, чтобы совершать ошибки, за которые нас критикуют. Но, может быть, мы не знаем. Вот люди так говорят, а у вас Нет, есть... люди говорят, но в данном случае ответственность на нас. Мы должны слушать всех, но ответственность лежит на нас. Идемте дальше. Во второй части этого выпуска, господин Нантой, мы хотим говорить о том, чем сейчас живет Молдова. Ну, а на этой неделе главной новостью кто-то называл, задержание, вернее, да и арест уже на 40 дней господина Плохотнюка, который был в Греции задержан. Вот у нас есть цитата господина Плохотнюка. Когда его задержали, он греческим властям сказал следующее: «Я не совершал никаких преступлений, все то, что происходит, это политическая инсценировка. Меня преследуют за мои прошлые позиции». Ваш комментарий. Комментарий, он не будет простым, потому что мы с вами помним тот печальный или позорный период, когда мы ходили со статусом захваченного государства. Помнится, даже один мой знакомый рассказывал, что сюда привезли в Камрад 200 тысяч евро, после этого появилась фракция Демократической партии в Народном собрании. То есть это было где-то там. Да. И мы тоже слышали. Та ситуация с захваченным государством, когда пачками покупались депутаты в парламенте Молдовы, да? А сейчас нет? Сейчас нет? Ну, по крайней мере, из 63 мы потеряли 2. То есть в процентном отношении это совсем не то, да. У нас было вот это состояние захваченного государства, и оно не задокументировано.
Это, вернее всего, скажем так, это не подпишешь в уголовное дело, что вот депутаты заявили, что они изменили свою позицию и перешли туда. То есть все знают, что, все утверждают, что они продались или их купили, но и когда мы говорим о том, что происходило с нами и сейчас, мы имеем случай с Илоном Шором, когда он окончательно осужден за что-то. Да? Мы знаем, я читал, что есть какие-то 3 капиты де акузари, 3... Обвиняют по 3 статьям. Да, по 3 статьям, да, на предмет Плохотнюка. Но Плохотнюк сейчас говорит то, что выгодно ему. Ему выгодно представить собой как жертв политических расправ, которые не подсудны и не выдают. В таком случае не будет той экстрадиции. Я не хочу забегать вперед. Мы с вами знаем, что есть статья 21 Конституции Республики Молдова о презумпции невиновности. Что бы ни говорили там про человека, но пока нет окончательного решения суда, человек, да. Поэтому мы можем иметь каждый свое мнение. Да. Мы помним, когда господин Плохотнюк был символом зла, стал, так сказать, его там и так далее, и так далее. Мы помним, как после интимной беседы с послом США, по-моему, он убежал из этой страны вместе с Илоном Шором и не только, да. Поэтому здесь то, что происходит, это, с одной стороны, является, в случае, если господин Плохотнюк будет экстрадирован в Республику Молдова, это стресс-тест для нашего государства. И для системы той, о которой вы говорили, судебной. Я сказал, это государство в комплексе. Да? Да. Мы граждане Молдовы, которые будем наблюдать за этим спектаклем, пресса, которая должна давать нам информацию, прокуратура, адвокатура, судебная система. То есть это мы к этому должны стремиться, а не то, что... А вот в тот же день, когда было объявлено о задержании Плохотнюка, в тот же день была презентована вот эта команда 4. Это брифинг 4 политиков, представителей разных политических партий, которые заявили о том, что они теперь идут одним блоком. Правда, название блока еще не придумано. И это было в один день объявлено. И этот брифинг, и информация о задержании господина Плохотнюка. И Дадон даже сказал, что специально власть придержала информацию о задержании Плохотнюка для того, чтобы оттенить, убрать на второй план создание вот такого очень сильного блока левых партий. Ну, вы упомянули Игоря Дадона. То, что он говорит, для меня абсолютно не имеет никакого значения. Другое дело, что мне было бы интересно услышать слова Плохотнюка на предмет содержимого того кулька знаменитого. И мне было бы интересно, чтобы господин Плохотнюк подтвердил или опроверг то, что Игорь Дадон предлагал ему подписать соглашение о создании коалиции в присутствии посла России с секретным пунктом о федерализации Республики Молдова. Вот это было бы интересно. В том смысле, что это было бы действительно, наверное, поводом для уголовного дела на предмет измены Родине. А так, то, что говорит Дадон, он человек без лица. У вас есть ответ на вопрос, вот зачитывала Лена Федоровна. Люди говорят, что вы ответили на него, что ПАС и Санду получают установки из офисов ЕС. Вот эти 4, как минимум, представители этих 4 партий были в Москве накануне, а потом вот несколько дней спустя они создали вот этот блок, о котором объявили гражданам страны. И почему-то у людей не возникает вопрос, что делают наши политики в другой стране, и почему блоки создаются там, формируются там, а здесь только они анонсируются. Вы знаете, когда мы говорим в другой стране, это следует конкретизировать. Я понимаю, что я нахожусь в Гагауйской автономии. Я говорю о России, именно туда ездили эти политики. Вот именно о России. Россия – это страна-агрессор. Страна-агрессор. Режим Путина совершает воинские преступления и преступления против человечности в Украине. Мы знаем, я, по крайней мере, ежедневно слежу за тем, что происходит на линии фронта. Это колоссальная человеческая трагедия с тысячами, десятками тысяч, сотнями тысяч убитых, искалеченных, изувеченных людей. Мирных и так далее, жителей, и так далее. В том числе. То есть, если ты
как политик ездишь туда за указаниями, для меня однозначно это 100%, это пятая колонна Кремля, которая ставит перед собой задачу захвата власти 28 сентября и превращение Республики Молдова в плацдарм за спиной Украины. Не следует забывать, что у нас 1222 километра общей границы. Мы страна сосед с НАТО, с Евросоюзом. И для меня абсолютно однозначно, что за такие блоки, за таких политиков даже думать нельзя о том, чтобы голосовать. Это потому что это значит своими руками поджечь дом, в котором мы живем. Ну, смотрите, господин Нантой, вернувшись из Москвы, Ирина Влах сделала прямо в аэропорту, по-моему, это было, и сказала людям, что дешевый газ будет, обещают одно, второе, третье. Паста не смогла дать дешевый газ людям. И поэтому граждане, которые слушают этого политика, да, они хотят, чтобы газ был дешевле, электроэнергия, чтобы была дешевле. Но то, что это вранье, и что это невозможно, и уже неоднократно были такие обещания, и они не были исполнены, люди об этом очень быстро забывают, потому что надежда-то умирает последней, и каждый раз люди думают, а давайте еще раз поверим. А вдруг на сей раз не обманывают? Знаете, что насчет надежды в соседней Украине, вот сегодня ночью горел привоз. Очевидно, там много фашистов собралось. Российская Федерация. Рынок. Да. И я в таких случаях привожу следующий пример. 7 февраля 2010 года в Украине граждане избрали Виктора Януковича президентом. И по моему личному мнению, то, что мы сегодня имеем в Украине, то, что последовало за этим, когда Виктор Янукович 30 ноября 2013 года не подписал соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом на Вильнюсском саммите Евросоюза, потом последовало то, что события в Киеве, бегство Януковича, аннексия Крыма, ДНР, ЛНР, агрессия против России. Это все последствия 7 февраля 2010 года. Я не хочу, чтобы 28 сентября 2025 года стали такой же датой в истории Республики Молдова, потому что кто-то в 1125 раз пообещал дешевый газ. Бесплатный сыр в мышеловке. Но в данном случае речь не идет о мышах и о сыре. Речь идет о судьбе Республики Молдова. А почему о бесплатном сыре от ЕС вы не можете никто не что-то говорит сказать? о бесплатном. Ну, люди задали бы этот вопрос сейчас. Ну, что если нам выделили этот гранты из беспрецедентный пакет 1 600 000 000 евро или 900 миллионов евро, из которых 400 миллионов это гранты, так это, извините, это же политика Евросоюза, она абсолютно транспарентна. Есть бюджет Евросоюза, есть политика Евросоюза, которая Евросоюз идет нам навстречу, помогая реально интегрироваться до того, как принимается формальное решение о вступлении в Евросоюз. И мышеловки нет? Мышеловки нет? Конечно нет, спросите у британцев. Скажите, Они захотели, вышли. Брексит называется. Скажите, а почему, не считает ли ПАС минусом, что не смог поддержать в Молдове деятельность других проевропейски настроенных партий и не объединил их под своим крылом? Тогда, может быть, шансов вот ту жизнь, о которой вы говорите... Вы затронули очень болезненный вопрос. Во-первых, что значит ПАС должен поддерживать? Партии создаются обществом, гражданами. Надеюсь, вы не предлагали нам создать какие-то фальшивые альтернативные нет, партии, конечно. да? То есть, да. Но объединить имеющиеся. Вот и что получилось после 2015 год, февраль, создалась гражданская платформа «Достоинство и правда». Да. Люди стали выходить на площадь, режим Плохотнюка начал трещать, потом первая попытка Майи Санду избраться, потом появилась платформа «Да», партия ПАС. То есть это были политические процессы, по итогам которых Майя Санду стала президентом в 2020 году, и в 2021 году ПАС получила большинство в парламенте. С тех пор прошло 4 года. И действительно в нашем обществе наблюдается ненормальная ситуация. А именно,
Формально в партии ПАС, наверное, 1005 членов, ну, наверное, которые платят членские взносы, да. На выборы выходит 1 800 000, условно говоря. То есть 1/3% состоит в партии. Значит, если кому-то что-то не нравится или кто-то считает, что он может сделать лучше, можно было бы создать человеческого материала достаточно. Альтернативную проевропейскую, как мы условно говорим, политическую партию. Более того, такие попытки были, есть, да? Но вот почему-то общество не реагирует на эти попытки, чтобы эти партии уверенно преодолевали избирательный порог, условно говоря. На предмет коалиции. Я не участвовал в этих переговорах, но коллеги участвовали. И они констатировали, что эти переговоры не увенчались успехом. Единственное, чего достигли, это с представителями платформы «Да», что они пойдут по списку ПАС. Да. Но требования электорального кодекса жесткие, и они должны сложить в себя членство в платформе «Да» для того, чтобы быть в списке другой партии. Да? И это мы неоднократно внутри партии ставили вопрос о том, что надо думать о возможной какой-то широкой коалиции. Но вот не получилось. Ну, может быть, вопрос Лены Федоровны был больше направлен на то, что, видите, левый сегмент, он расширяется партиями, и вопрос не столько, как партия могла, давайте просто правый сохраним и чувство левый юмора. Левый сегмент не расширяется, он дробится. Именно поэтому из Кремля получили указание «объединитесь», потому что… Хорошо. Да. Если дробится, то тогда, как вы думаете, есть же еще там партии, помимо этого блока, куда вошли 4 партии, есть еще партии. ШОР победу не зарегистрировали. Не, ну вот подождите, вот смотришь по интернету, в Москве, да, есть телеграм-каналы, на котором пишут «состоится торжественный съезд». Потом по мере приближения даты немножко тональное задувается. И состоится собрание Блока Победы. Смотришь по интернету. Зал, ну где-то человек 200 там. В Москве там сколько? 18 миллионов, да, или 20. Человек 200. Первые 1,5 ряда знакомые все лица. Остальные абсолютно очевидно случайные люди. И это собрание, ну никак нельзя назвать съездом. Ну мы же с вами знаем, что такое съезд. Это объявляется дата, проводятся собрания в первичных организациях, делегируются делегаты на съезд. Всего это все был спектакль. И остается только сожалеть, что мы вынуждены обсуждать вот это вот убожество, понимаете, вот эти убогие пятикопеечные провокации, что Майя Санду милитаризует Молдову, и мы завтра захватим то ли Калининград, то ли Камчатку. И пока вы не находите, как коммуницировать с обществом, вы правящая партия, то люди начинают верить в это. Давайте так договоримся, что есть люди, с которыми нужно общаться. Да? И мой жизненный опыт говорит о том, что общение – это всегда лучше, чем мордобой. Это не обсуждается. Но, к сожалению, я возвращаюсь к тому, если мы имеем тех сограждан, которые не хотят видеть преступления, которые совершает путинский режим в соседней Украине, то мне сложно представить себе, что мы вот по итогам какого-то общения к чему-то придем. Может быть, если дети и внуки придут и скажут, я не хочу быть пушечным мясом, да? Может, это до него дойдет. Господин Антой, есть ли у вас ответ на вопрос, почему ПАС установила диктатуру в Молдове? И установила ли ПАС диктатуру в Молдове? Давайте посмотрим на кадры, фотографии, которые мы подобрали для того, чтобы ваш ответ прозвучал вот на фоне вот этих фотографий, которые говорят о протестах разных политиков, разных политических партий. И они говорят о том, что ПАС установила диктатуру, что нет свободы слова. Ну, давайте, во-первых, вообразим, что они вышли на Красную площадь, обвиняя в том, что Единая Россия установила диктатуру. Росгвардия размазала бы их по брусчатке за 30 секунд. Всех. Кто заявляет о диктатуре?
Ну, практически представители всех этих партий, которые мы сейчас видели вот на этих фотографиях, они говорят о том, что диктатура, что невозможно говорить, что нет свободы слова, есть ограничения. Ну, во-первых, когда я присутствовал, участвовал на заседаниях парламента, там о диктатуре речи не шла, вернее, речь шла, но свободы слова там было вот так, да? Когда можно было услышать всякого рода нелепости в адрес. И не только, у нас есть свобода выступлений, демонстраций, люди протестуют. Но одно дело, когда люди искренне участвуют в каких-то протестных акциях, и другое дело, когда вот эти политики, которых вы их назвали, которые ездят за указаниями, и, наверное, не только за указаниями в Москву. Вы говорите о искусственности всех этих протестов? Нет, я говорю, часть людей, которые принимают в них участие, может искренне верить в это, но не показывайте мне, пожалуйста, Игоря Додона или там социалистов, которые в полном составе после ездили в Москву. Вот сложно. Я хочу быть правильно понят. Давайте. Я не рад тому, что мы находимся в такой ситуации, что вынуждены защищаться. Когда служба внешней разведки, некто Лавров, который когда-то был дипломатом, сейчас он Геббельс, чтобы было понятно, да, моя позиция. Но он продолжает оставаться дипломатом по должности, не, он по по статусу должности, но по да. функции он Геббельс. Или Маша Захарова, да. Я не рад этому. Но мы вынуждены защищаться, потому что Украина не смогла защититься. То есть Молдова защищалась, пробовала защищаться, как я понимаю, закрытием каналов. Что получили? Вы этот результат обсуждаете? Ну как, понимаете, 100 лет назад телевидения не было. Во Второй мировой конфисковывали радиоприемники. Сейчас закрытием телевизионных каналов проблема не решается. По той простой причине, что есть интернет. И поэтому я опять же высказываю свою личную позицию, что меры запретительные, они очень ограничены по своему эффекту. Но главная задача – это диалог в обществе, воспитание гражданина. Мы хотели бы говорить сегодня… Извините, я вас перебью. Это не решается за ночь. Но некто Моисей сколько лет водил по 40, пустыне? Вроде да? как 40. Господин Антон, я хотела сказать о том, что если даже что-то запрещается, это не говорит о том, что это движение прекращается. Вот, например, блок Победа запретили. И, ей, идет мимикрия, мы это знаем. Да, но они продолжают работать и очень активно. И, скорее всего, вот тот электорат, который они потихонечку набирают и планируют набрать, они все-таки проголосуют за что? За что? Вот за что это, они конечно проголосуют? Же, об этом люди не За то, чтобы покажет молодых еще людей из Молдовы кампания. брали в армию и посылали воевать? Покажет еще выборная кампания. У меня, знаете, какой вопрос есть, господин Нантой? Послушать политиков нашей республики. Большинство политиков говорят о том, что в этой стране невозможно жить, детей рождается меньше, смертность высокая, сельская... Вот даже эти плакаты, которые только что были на экранах, да, причем особое внимание нужно уделить тому, что плакаты такое ощущение, что в одной типографии печатаются. На них почти одинаковым шрифтом лозунги, неважно, какая партия выходит на эти митинги протеста, но один характер, один стиль написания этих плакатов. Это тема для отдельной дискуссии, но мой вопрос вот в чем. Невзирая на то, что политики говорят, вот так плохо в этой стране, никак не поборется с коррупцией правящая партия, а они обещали, не сделали. Люди уезжают, страна нищает, пенсионеры, на самом деле сложно пенсионерам, это, пожалуй, единственное, что все политики говорят, что сложно выжить пенсионерам в Молдове. Но ни один политик из этой страны не уезжает. Мы можем иметь очень много свидетельств, что с одного села, с другого села, с города, близкие, знакомые, родственники куда-то уезжают, но нет такой статистики, что повально какая-то там половина какой-то партии уехали, потому что они поняли, что в этой стране ничего невозможно поделать. Почему партии не убегают со страны, а говорят, что, почему знаете, политики не убегают из этой Молдовы, они здесь зарабатывают себе авторитеты, репутации, статусы и деньги, да. Насчет денег, если депутат не ворует, то сильно не разбогатеешь.
насколько я понимаю, зарплата. Вы воруете? Нет, я говорю, если Депутат не ворует. А вы же депутат? Так Я нет, сейчас я не спрашиваю. ворую, поэтому живу в квартире и так далее. То есть миллионером на депутатской зарплате не станешь. Виллы в Греции у И вас нет. если меня немножко удивил ваш вопрос по той простой причине, что когда, например, те люди, которые сейчас составляют ядро партии ПАС, которая была платформа достоинства и Демнитат Шадивер, это в феврале гражданское движение, это было протестное движение граждан Республики Молдова. Это так. Да. Сколько из них, которые участвовали в этих процессах, уехали, я не знаю. Мы живем в открытом мире, понимаете, и мы неправильно формулируем проблему. Давайте, попробуйте ее сформулировать правильно. То есть я говорю о том, что политики Сформулировать убеждают правильно, граждан, что в этой стране все плохо, пригласите, а они остаются жить более в этой стране. молодых или там, которые сформулируют условия. При каких условиях граждане Молдовы перестанут уезжать, а может даже и начнут возвращаться? Задайте этот вопрос молодым людям. Нет, вот эта тема, что вот особенно перед выборами, да? Да. Вот, хорошо, потому что я недаром спросил вас, за что люди будут голосовать? Не за кого, а за что? Ну, А за скорее что вы всего- хотели бы, чтобы люди Да. голосовали? За Давайте мир. так. Все хотят. Нет. И все политики будут обещать. 7 голод февраля, в руках 7 поддержит. февраля 2010 года украинцы не голосовали за войну, но получили войну. Потому что разобраться 17 человеку? мая 2004 года, когда Кондолиза Райс встречалась с Путиным в Новоогарево, он, между прочим, показал Инна Виктора Януковича и сказал, это наш кандидат. Проверьте меня по интернету, мою память. Поэтому вот давайте формулировать условия, при каких условиях люди перестанут уезжать, а может даже и начнут возвращаться. Это отдельная сложная тема, потому что я читал работы серьезных ученых много лет назад, которые задавались вопросом, почему некоторые государства попадают на тренд развития, а для некоторых тренд эффект колеи. Он как попадает в эту колею, в стагнации, Так и не может в не неё может и вылезть. выбраться. А мы Вот в что колее? нам нужно сделать, чтобы выбраться из этой колеи? Вы знаете, мой ответ такой. Гражданина, вот человека, который всегда участвует в выборах. Я не пропускаю ни одни выборы, потому что я считаю, что это мой гражданский долг. Мне не безразлично, что происходит в этой стране, и в какой стране я хочу жить, и за что я буду голосовать. И за что я хотела бы, чтобы мы, большинство граждан Молдовы, проголосовали. Да, как вы говорите, за мир, за тех людей, которые способны обеспечить этот мир. За тех политиков, которые не лгут, не лицемерят, за тех политиков, которые не обещают 40 раз одно и то же, и только пользуясь наивностью Нет, людей, ну, вы знаете, опять получают голоса. Это как пирамида. Вот за это? То есть, если мы говорим мир, да, это фундаментальное условие. Дальше, для того, чтобы эта страна развивалась. Вот 93 год в Копенгагене были сформулированы 3 критерия для стран, которые хотят вступить в Евросоюз. Первый политический критерий. Стабильность институтов правового демократического государства, защита прав граждан, защита и гарантия прав меньшинств. Все, достаточно. Что еще нужно? И это вот 28 сентября. Главное не наломать дров. Критика после этого обязательно должна быть, потому что и в Европейском Союзе это не рай, и не земля обетованная. Там тоже есть проблемы, там тоже люди сталкиваются с этими проблемами. В одной стране безработица среди молодежи, в другой, там не знаю, что еще. Но, по крайней мере, мы должны видеть, что мы можем потерять, и что мы должны сохранить, и какой шанс мы должны дать этой стране. Этой стране – это людям этой страны. Потому что я говорю, мне некуда уезжать из этой страны, я не хочу думать о разного рода сценариях. Спасибо, господин Нантой. Мы тоже не хотим уезжать из этой страны, ровно так же, как многие граждане, наверное, живут, любят свою родину. И очень хочется, чтобы у всех граждан Республики Молдова хватило сил, мудрости
терпение, слушать всех политиков во время предвыборной кампании, сортировать информацию, критически мыслить, анализировать для того, чтобы подводить себя к правильным выводам. Искренне благодарим вас за то, что вы сегодня были с нами, и мы воспользуемся вашим предложением. И в свою очередь предложим нашим зрителям проекта «Единомышленники». Пишите, пожалуйста, свои вопросы, которые вы хотели бы задать господину Нантою. Ну а мы обещаем вам еще раз пригласить вас в нашу студию, как только накопится большое число вопросов от наших зрителей для господина Нантоя. Ну вот так, друзья, оставайтесь с нами. Мы, Екатерина Жекова и Елена Карамид, говорим вам спасибо, до встречи, и обязательно делитесь с друзьями этой ссылкой, если эти дискуссии вам нравятся. Ну, подпишитесь на наш канал, если вы это еще не сделали. Это поможет нам продвигать наш проект. Оставайтесь с нами. Мы все хотим достойных условий жизни. Мы все хотим качественной медицины. Мы все хотим хорошие дороги и коммуникации. Мы все хотим высокие зарплаты и пенсии. Мы все хотим, чтобы работали законы. Мы все хотим лучшего для Молдовы, и это нас объединяет. Значит, мы единомышленники.